участок, он был у нас в ужасном состоянии, потому что сюда на телевидении, в педколледж, обычно приезжает очень много гостей, кто на телевидении, кто сюда, здесь проводятся линейки, и это еще и центральной части города. Поэтому именно был выбран этот участок, было выделено здесь полкома Гагаузии 150 тысяч лей, остальное добавила Приморье. И вот сейчас уже эти работы идут к завершению. Думаю, что ко дню вина, когда у нас будет огромное количество гостей, этот объект уже завершится. Также мы планируем напротив въезд в апелляционную палату, тоже в ужасном состоянии находится именно въезд. И проводятся работы от райадминистрации напротив Водолея до улицы Освобождения, потому что там тоже центральная часть города, и когда идут все люди на памятник возлагать цветы или просто ходят в центральной части, там тоже мы посчитали, что есть необходимость именно привести в хорошее состояние. Поэтому там также идут работы. В районе Котовского люди живут, те, которые дети идут в 6-ю школу, имею в виду, они проходят все через улицу Ленина. Там самая аварийная ситуация всегда была. Там матеря всегда боялись о том, что ребенка отпускает, и вот каждый раз приходилось провожать, поэтому там именно светофор, лежачие неровности, потому что лежачий полицейский нельзя говорить сегодня, есть неровности, которые укладываются на дорогу, искусственная неровность. И не только там, это Третьякова у нас очень аварийная, и там были ранее и с жертвами, к сожалению, вот на улице Третьякова, также на Освобождении, улица Шевченко. Вы на Освобождении тоже написали, сейчас там жители нужно тоже отремонтировать рядом с парком. И на геофизике, и недалеко от нас, здесь рядом с педколледжем, рядом с лицеем, было установлено 5 светофоров. Буквально за вот этот короткий период. Сейчас стало гораздо безопаснее. Уже светофоры мигают, уже видно, что здесь что-то есть в виде перехода, поэтому сейчас уже стало безопаснее.